Вредные уши. Вы никогда не слышали, что живут-поживают на белом свете вредные уши? Просто так, сами по себе. Эти уши, как черные птицы, летают высоко над землей, явно что-то высматривают. Стоит только кому-нибудь зазеваться, как вот они тут как тут, прилипнут невидимыми нахлобучками на ваши собственные и не почувствуете их. Только станут люди вскоре замечать, изменился человек. Да и как не измениться? Половина слов из-за вредных нахлобучек мимо собственных ушей пролетает, а другая половина откровенно перевирается. Вот, к примеру, говорят, не ешь снег, а что слышится? Правильно, поешь снег. Или в другое время года не лезь в лужу. Вредные уши обязательно переклюют в залезь в лужу. Вредные уши день-деньской стараются, слова коверкают, за нос человека водят. И все путают, путают. В конце концов, человек уже не понимает, что хорошо, а что плохо. И нехорошие поступки становятся его привычкой. Душа черствеет, ведь она отгорожена, спрятана от добрых слов. Прямо хворает человек, и все тут. Но стоит только больному встать под душ и как следует познакомить уши с душистым мылом, а потом их еще и мягкой ватой почистить, как хворь куда только девается. Не переносят вредные уши чистоты и порядка и улетают навсегда. Да, вот еще что. Уши нужно мыть неожиданно для самого себя, чтобы застать вредные уши на хлобучке врасплох. Не хотел и раз вымыл случайно.